Түндүк кармап турсам элим, карап өтпө. Карап өтсөң, жалгыз өзүм турбайм көккө. Андан көрө биригип түндүк астына, биргеликте жол салалы асман көккө. Нурбек Токтакунов, первый в Кыргызстане, начал развивать практику судебных споров граждан с органами государственной власти. Раньше считалось, что государство – хозяин, что обычный человек не может выйти и спорить с правительством. Но Нурбек Токтакунов с 2001 года последовательно судился почти со всеми государственными органами по многим жизненно важным вопросам, отстаивая интересы и права граждан, что впоследствии так или иначе улучшало государственную систему и работу органов власти. Нурбек Токтакунов – юрист, адвокат, правозащитник. Даже не будучи депутатом, за эти 20 лет сделал очень многое, чтобы жизнь каждого кыргызстанца стала комфортнее, свободнее и безопаснее. Вот лишь некоторые его действия в борьбе за справедливость. 2001 год. Первым начал использовать в суде практику оспаривания действий следователей. 2007 год. Граждане, страдающие диабетом, испытывали серьезные проблемы с дефицитом инсулина и шприцами, так как был закон о сахарном диабете, который не работал, потому что государственные службы ссылались на отсутствие подзаконных актов для исполнения закона. Нурбек Токтакунов подал в суд на правительство с требованием принять меры к исполнению закона, обязать правительство привести в соответствие нормативно-правовые акты. Работа данного закона помогла людям, страдающим диабетом, своевременно получать лекарства и лечение. Токтакунов, благодаря своим усилиям, напрямую улучшил качество жизни людей, страдающих данным заболеванием. 2010 год. Нурбек Токтакунов подал в суд на правительство за неисполнение закона о защите информации персонального характера. Все государственные органы содержат много персональной информации граждан Кыргызстана. Но должен быть отдельный орган, отвечающий за систему хранения и безопасности персональной информации, чтобы избежать незаконного доступа к ней. По закону, данный орган должен быть независимым от держателей персональных данных. В итоге, благодаря иску Нурбека Токтакунова, суд обязал правительство создать уполномоченный орган по защите персональных данных. Отдельным пунктом нужно сказать о борьбе Нурбека Токтакунова за прозрачность государства и государственных органов перед гражданами Кыргызстана. 2007 год. Требовал рассекречивания персонального состава комиссии по помилованию при президенте. Нурбек Токтакунов подал в суд с требованием рассекретить персональный состав комиссии по помилованию при президенте. Эта комиссия решает вопросы помилования осужденных по уголовным делам. Требовал рассекречивания перечня спецсредств. Водометы, гранаты, дымовые шашки, средства, используемые для разгона митингующих. 2006 год. Подал в суд на Министерство образования о предоставлении информации о финансировании из Централизованного фонда сокращения бедности, и выяснилось, что в тот год была выделена неимоверная сумма в 420 миллионов сомов Министерству образования на компьютеризацию школ всей республики. Это был первый случай, когда суд обязал министерство предоставить информацию простому гражданину. С 2006 по 2008 год подал более сотни исков в суд, беспрерывно требуя раскрыть бюджетную информацию. Общий итог всей работы по прозрачности сводится к тому, что благодаря усилиям Нурбека Токтакунова прозрачность бюджета в 2007 году повысилась с 8% до 56% в 2020 году. Кыргызстан получил 63 балла в рейтинге исследования прозрачности бюджета. Теперь Кыргызстан входит в зеленую зону. К примеру, говоря о прозрачности бюджета, мы можем увидеть, что сегодняшняя кустуризация идет мимо бюджета. 2008-2012 год. Под руководством Токтакунова было проведено масштабное исследование о хищениях на таможне. Зеркальная таможенная статистика Кыргызской республики за 2008-2012 годы. Выявлены огромные расхождения в статистике экспорта Китая и импорта Кыргызстана, что составило более 24 миллиардов долларов за 5 лет.
Впоследствии, в 2019 году, журналистами были опубликованы несметные богатства Раима Матраимова. 2015 год. Нурбек Токтакунов борется не только за рассекречивание общественно значимой информации, но и за сохранность и неприкосновенность персональной информации, тайну частной жизни каждого гражданина. Токтакунов оспорил в Конституционной палате конституционность закона о биометрической регистрации граждан Кыргызской республики и подзаконные акты правительства, позволяющие спецслужбам бесконтрольно завладевать данными о переговорах и переписке абонентов операторов связи. Спецслужбы обязали операторов сотовой связи купить и установить у себя аппаратуру СОРМ и нанять, оплачивать работу человека, который обслуживает это оборудование, что дает возможность спецслужбам заниматься анализом трафика, прочтением СМС и прослушиванием любого абонента. То есть ГКМБ имеет прямой и полный доступ к любому абоненту сотовой связи Кыргызстана по санкции суда. Но на деле через это оборудование спецслужбы имеют постоянный, неограниченный, никем не контролируемый доступ к коммуникациям абонентов сотовой связи. 2008 год. Нурбек Токтакунов отменил через Конституционный суд постановление Бишкекского горкемеша об утверждении правил проведения в Бишкеке мирных собраний, которое нарушало конституционное право на проведение мирных собраний. Вскоре они все-таки приняли закон о запрете митингов. Но переворот 2010 года доказал бессмысленность данных законов. 2009 год. Нурбек Токтакунов подал в суд на правительство Кыргызской республики, где оспаривал постановление правительства о повышении тарифов на свет и тепло, а именно требовал проведения общественных дискуссий по этому вопросу. Нурбек Токтакунов призывал народ и власти действовать правовыми методами, решать вопросы в правовом поле во избежание переворота или революции. В итоге недовольство людей выросло, произошла революция. 2019 год. Нурбек Токтакунов обобщил данные всех расследований, полученных журналистами КЛООП, Азаттык, Кактус в отношении Раима Матраимова и скомпоновал в одно заявление, обратившись в Генеральную прокуратуру с требованием инициировать уголовное расследование в отношении Раима Матраимова. Нурбек Токтакунов – неудобный для власти и чиновников человек. Он не приспособленец. И потому он может стать необычным депутатом. Он будет защищать закон. Он будет защищать нас. Он будет контролировать власть. Нурбек Токтакунов – неудобный для власти и чиновников человек. Он не приспособленец. И потому он может стать необычным депутатом. Он будет защищать закон. Он будет защищать нас. Он будет контролировать власть. Я Клара Сорункулова, избиратель Первомайского района города Бишкек. Мой кандидат Нурбек Токтакунов. Почему Нурбек? Потому что Токтакунов, он имеет колоссальный опыт правозащитной деятельности и адвокатской деятельности. Я знаю, что это один из самых принципиальных людей в Кыргызстане, который борется за верховенство закона. Он человек, который всегда будет бороться за правду. Уже давным-давно Нурбек Токтакунов выступает за свободу слова, за свободу выражения мнения. Он защищает свободу слова, защищает демократические завоевания в Кыргызстане. И делает он это постоянно, последовательно, очень грамотно. Он даже выступает своего рода как гарант Конституции. У парламента, как известно, три основные функции. Это законодательная, представительская и контрольная. Депутат должен достойно с этими своими задачами справляться. Я верю, что Нурбек Токтакунов, став депутатом, улучшит качество сегодняшнего парламента. Во всем мире самые успешные парламентарии – это, как правило, представители именно адвокатского сообщества. А Нурбек – блестящий адвокат, замечательный юрист, очень грамотный, профессиональный. Он на протяжении многих лет занимается правозащитной деятельностью, защищал различных людей, жертв разного режима, те, кто пострадали
напрямую от предыдущих режимов, именно жертв пыток и так далее. Нурбек Токтакунов – выбор достойных людей. Обязательно приходите 27 февраля на избирательные участки. Понимайте, что именно в ваших руках судьба нашей страны. Его номер 25. Проголосуйте за 25-е.